Итак, друзья, здравствуйте. Пока есть время, ожидаю. Все желающие могут присоединиться. Здравствуйте. Так что буквально 5 минут, и я начинаю делать расклад для львов, овнов и стрельцов в формате прямого эфира. Также вы можете сделать себе чаек, кофеек и насладиться прослушиванием ответа, что же ждет ваш знак зодиака в ближайшем будущем, и задать интересующие вопросы. Я буду работать с 3 колодами. Это Таро снов. Вот она. «78 дверей». И Таро Тота. У каждой из этих колод есть своя специфика. И пусть карты покажут перспективы и ситуации для ваших знаков зодиака. Так что я приступаю. И начну я с людей, рожденных под знаком зодиака Лев. Я буду брать по 3 карты с каждой колоды. Здравствуйте, уважаемый зритель. Вы пока один. Если у вас есть вопросы, вы можете написать их. Я с радостью на них отвечу после трансляции. После расклада.
получается крайне интересная ситуация. По первым 3 картам это смерть, туз чаш и 7 мечей. У львов в течение этого года будут происходить трансформации. Скорее всего, по тузу кубков вы для себя откроете совершенно что-то новое. И, возможно, это будет новая работа, потому как заканчивается период финансово нестабильный. Вы наконец-то откроете для себя сферу деятельности, которая будет приносить вам удовольствие. Или же вам на эту сферу деятельности нужно какое-то время поучиться, чтобы вы могли все корректно сопоставлять. И чтобы у вас все получалось самым лучшим образом. При этом по 7 мечей хочется сказать то, что вы сейчас находитесь в определенном неведении. То есть то, что вы делаете, может быть немного смазано. О, привет! Мой постоянный зритель. Как я тебя люблю. Приглашал льва, а пришел козерог. Так что я записываю видео для людей, рожденных под 3 знаками зодиака, а пришел человек из 4-го. Так что все равно будет приятно пообщаться. Потом вот так и живем. Единственная поддержка, когда любимый зритель — это кот. Итак, 3-я колода. Какая энергия окружает знаков зодиака Лев в течение 2022 и 2023 года? Здесь идет, вы будете работать так в том-то же и дело, я ей отправил персональное приглашение с личной ссылкой, и она не пришла. Королева, великая мать, не явилась, хотя я ее предупреждал. Так что вы будете работать, мои дорогие львы,
над достижением материальной стабильности. Потому что вы, вот здесь даже карта с изображением льва. Видите? Сами карты вам показывают, что ставьте цели, реализовывайте их, и будет вам счастье по 4 кубков. И вы сможете раскрыть в себе этот внутренний потенциал и реализоваться в материальном плане. Вот мне карты показывают то, что львы переходят на новый уровень жизни и материального достатка. Если это стабильность по 4 пентаклей, то вы будете вкладывать больше денег для того, чтобы больше получить на выходе. Следующий знак зодиака — это Стрелец. И пусть карты покажут, что же ждет стрельцов в обозримом будущем. Но в любом случае, тут хочется сказать, видно, насколько это ответственный человек, которому высылаешь персональную ссылку, а она не приходит. Зато ты всегда приходишь. Мне карты показывают, что люди, рожденные под знаком Стрельца, будут работать над исполнением своих желаний. Потому как карты говорят о щедрости, о сюрпризах. Возможно, тут хочется сказать то, что есть определенная вероятность того, что или вы будете более щедры к тем людям, которые вас окружают, или у вас появится ухажер, который будет делать вам подарки. И таким образом по 9 чаш исполнять ваши желания. Потому что карты только дают тенденцию на то, что по 7 монет вы будете работать над повышением своего уровня жизни и достатка. И при этом по кубкам у вас есть внутренняя глубина,
которая будет вам помогать и раскрывать ваш потенциал. О, я вижу, еще кто-то присоединился. Здравствуйте. Давайте поприветствуем друг друга. Напишите что-нибудь в чат. Может, какие-нибудь вопросы есть? И какая энергия будет окружать людей, рожденных под знаком Стрельца? Да, ты тоже стрельчиха, и карты показывают повышение материального достатка, потому как, возможно, вот на карте изображен человек, отдыхающий под деревом с собачкой. И ты можешь быть этим человеком. Когда есть такая потребность для отдыха, чтобы насладиться своими плодами. Ну, чего и следовало ожидать от людей, рожденных под знаком Стрельца? Карта Иерофант, передача знаний. Карта Император и Императрица. Хочется сказать, по такому раскладу, скорее всего, вы будете готовы к тому, чтобы структурировать свои знания и подготовить их к передаче другим людям. Потому что для Стрельца нет ничего важнее, когда у него есть свои последователи, с которыми он делится своим жизненным опытом. Возможно, вы даже захотите создать свой курс, и таким образом у вас проиграется Императрица, у вас проиграется пятый аркан Иерофант и Император, когда вы все структурируете для того, чтобы передавать свои знания и свою ценность другим людям, раскрывая их потенциал. Вот об этом мне хочется сказать. То, что вы в течение этого периода времени найдете способ это реализовать. Потому что вот так получается, что при текущем раскладе большое значение карты уделяют именно сфере личностного роста, сфере материального достатка и повышения качества жизни. Для того, чтобы по девятке чаш исполнять желания, нужно, чтобы были люди, которым вы будете помогать исполнять желания. Так сказать, быть проводником и делиться тем уровнем и качеством жизни, который у вас есть. Потому что у вас для этого есть внутренняя сила,
обуздать этого льва, этого внутреннего зверя, который находится внутри вас. Но он пока еще не вышел на свободу. И у вас как раз так и получается, мои дорогие стрельцы, что вы будете в течение 22-23 года направлять свою энергию на обуздание этого льва, который живет у вас. И тут уже хочется вспомнить анекдот. Не буди во мне зверя, знаю я твоего хомячка. И вот, не совсем о хомячках, но мы переходим постепенно к третьему знаку зодиака. И третьим знаком зодиака в текущей подборке будут овны. И пусть карты покажут, на что нужно обратить внимание людям, рожденным под этим знаком. В течение 2022 и 2023 года. А здесь в первую очередь карты показывают проработка страхов, потому что карта Луны, возможно, это может быть страх беременности, возможно, это изменение ситуации, связанной с беременностью, потому что здесь карты показывают, что есть большая вероятность того, что у вас будут большие перемены в жизни, потому как карты намекают на то, что у вас может что-то пойти не по плану в вашей личной жизни. Хопа! И случился залет. Как иногда бывает. Тут камера плохо отсвечивает. Тут просто на карте вот изображена девушка беременная. И у этой девушки очень много подсознательных переживаний. И вторая карта — мир, которая также может говорить о рождении чего-то нового, того, чего еще не было в этом, хотелось сказать, мире, того, чего не было в вашем опыте. Вот об этом хочется сказать в первую очередь. А сейчас, если вы хотите, мы можем копнуть глубже и посмотреть, действительно ли это так. И задать картам вопрос. Какая вероятность того, что у людей, у зрителей, рожденных под знаком Овна, будут нововведения, назовем их так, связанные с личной жизнью?
Пусть карты покажут. Ну, для мужчин это... У мужчины здесь другая головная боль, это беременная жена. Вот так может отыграться для мужчины. Потому что все-таки для мужика это тоже головная боль. Но для женщины она будет побольше. И не только головная. Вот это называется работа в потоке. Когда ты смотришь ситуацию и совершенно не знаешь, интересная ситуация в том, что есть усиление карты дьявола. Вот. 2 раза с разных колод карта дьявол. То есть, скорее всего, вы будете чувствовать такую потребность, чтобы вот вы будете чувствовать себя в ограниченном положении. Вот я бы так сказал. Чтобы, возможно, эти карты могут говорить и о зависимости. То, что вы будете заложником определенного положения, и, возможно, даже это будет беременность. Но пусть жизнь и жизненная ситуация сама подскажет, насколько данный прогноз правдивый для людей, рожденных под знаком Овна. Ну, конечно, не Овны тоже имеют тенденцию к зачатию детей, но мне карты показывают, что для вашего знака зодиака такая тенденция достаточно высока. То, что и зачатие, и ограниченное положение, и много разных факторов, которые на это могут повлиять. Потому что даже по тузу чаш можно сказать то, что вы возможно даже хотели бы, чтобы вот в вашей текущей жизненной ситуации настали перемены. И пусть об этих переменах расскажет 3-я колода. Да, есть большая вероятность того, что ваша жизнь кардинальным образом поменяется. Потому что у вас также есть карта шут, то есть это какие-то приключения. Это также карта Луны, которая также говорит
об интимных связях, и карта Солнца, которая может говорить о том, что вы будете работать над своими ситуациями в личной жизни. И по карте Шута и по предыдущим картам расклада можно сделать вывод, то, что для вашего знака зодиака вот, карты показывают, есть очень большой шанс, что ваша личная жизнь в ближайшем будущем изменится. Вот такой вот получился расклад для 3 знаков зодиака стихии огня на конец этого года и на следующий. И пусть вы напишите в комментариях к этому эфиру, который будет в записи, как проигрались те или иные ситуации в вашей жизни. А насчет беременности для мужчин, то раз в год и палка стреляет. Тут хочется сказать так. Вот такие получились ситуации для ваших знаков зодиака. Следующие знаки зодиака я планирую разобрать в среду, где-то в это же время. Большое спасибо, что пришли. Если у вас есть ко мне вопросы, можете их задавать. С радостью на них отвечу. А если вопросов нет, пишите их в комментариях к этому эфиру. Будем отслеживать развитие текущей ситуации, чтобы потом можно было сказать, что сбылось и что не сбылось. Может, действительно, вот карты дают намеки на то, что пора задуматься о вопросе продвижения своих генов. Подумайте об этом. Вот такие получились ситуации для 3 знаков зодиака. Так что до скорой встречи. Гасим свечи. Большое спасибо еще раз, что пришли. Есть какие-то вопросы, пожелания? Или хочется сказать, пошел ты к черту? Со своими прогнозами. В общем, напишите в комментариях. С радостью почитаю